В зале ингушского парламента на очередном заседании вместе с депутатами находятся представители министерств, ведомств, федеральный инспектор и прокурор республики. С докладом об итогах 2021 года выступает исполняющий обязанности председателя контрольно-счетной палаты Ингушетии. Так, организацией проведено 38 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Проверками был охвачен 121 объект. Общая сумма проверенных бюджетных средств составила около 22 миллиардов рублей, что в 2,5 раза превысило показатель предыдущего года. Мероприятия, которые были утверждены планом работы контрольно-счетной палаты на 2021 год, были исполнены на 100%. Основные нарушения выявлены в следующих ведомствах. Министерство финансов Республики Ингушетия. В ходе проверки соблюдения Министерства финансов в период с 2015-2016 годов требований бюджетного и республиканского законодательства о Дорожном фонде Республики Ингушетия выявлено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 504 миллиона 131 тысяча рублей. Нарушение статьи 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации. По итогам проверок, проведенных контрольно-счетной палатой в 2021 году, в адрес руководителей направлено 97 представлений о необходимости устранения выявленных нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечено 30 человек. Прокуратурой республики дана правовая оценка нарушениям и приняты меры прокурорского реагирования. Возмещаемость – это больной вопрос вообще в республике. То есть, чтобы была возмещаемость, должна быть своевременность выявления этого преступления. Если мы преступление выявляем совершенное в 2017, 2018 или в 2016 году, о которых мы говорим, в 2020, в 2021, в 2022 году, да, то, соответственно, возмещения как такового не бывает. Почему? Потому что все взрослые люди, все понимают, что если человек украл, он каким-то образом сразу эти деньги куда-то направил. Конечно, в прошлом году возмещаемость по результатам 2021 года была в 2 раза выше возмещаемости, чем в 2020 году. О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Ингушетии в 2021 году рассказал уполномоченный по правам человека. Ибрагим Цичуев сообщил, в аппарате осуществляют ежедневный прием граждан. Рассмотрение жалоб происходит и с выездом на место. Всего в прошлом году уполномоченному поступило 903 обращения. Актуальными среди них остаются жилищные вопросы, обеспечение социальных прав, защиты прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, охрана здоровья, доступное образование. Кроме того, в аппарате уполномоченного по правам человека ежеквартально проводится прием граждан с целью защиты прав членов семей граждан, погибших от преступных посягательств. В процессе рассмотрения обращений в 2021 году уполномоченным и сотрудниками аппарата проведено 15 выездных проверок. Из 903 рассмотренных обращений восстановлены права заявителей по 312 жалобам, это 34,5%. По другим обращениям заявителям оказана письменная юридическая помощь, в том числе составление заявлений и жалоб, даны консультации и разъяснения о средствах, которые они вправе использовать для защиты своих прав и свобод. Также уполномоченный по правам человека отметил, в прошлом году удалось достичь положительной динамики в вопросе финансирования обеспечения жильем детей-сирот. На сегодняшний день площадь выделяемых для них квартир должна составлять 33 квадратных метра. По словам прокурора республики, найти такие маленькие квартиры в регионе крайне сложно. Госконтракты с подрядчиками заключает Минобр. Правда, застройщики сотрудничают неохотно. Стоимость 1 квадратного метра по заключенному соглашению не более 32 тысяч рублей. А в Ингушетии цена в большинстве своем превышает 40 тысяч. На сегодняшний день 1354 ребенка-сироты, которые мы должны обеспечить жильем. Это живой процесс. Рассчитывать, что это 1354 ребенка на сегодняшний день нельзя. К сожалению, эти дети появляются у нас. И их количество растет. Если в позапрошлом году мы заложили 33 квартиры, в прошлом году мы заложили 43 квартиры, в этом году мы заложили 40. Но когда мы задаем четкий вопрос, а сколько квартир передано и сколько детей заселилось в эти квартиры, это совершенно другой вопрос. И в прошлом году, и в этом году мы только добились того, что заселены дети, частично заселены, даже еще не полностью, заселены дети 19 и 20 года. И 2021 года еще висят дети, те, которые не заселились в эти квартиры. Если мы даже будем покупать по 40, по 50 квартир в год или по 100 квартир в год, да, мы не решим эту проблему.
Народные избранники поинтересовались ситуацией относительно пыток ингушских заключенных на территории Ульяновской области. На различных информационных порталах появилась информация о причинении вреда здоровью осужденных, о нарушении их прав. Уполномоченный сообщил, что ситуация на контроле. На электронную почту поступило об этом сообщение. Наш аппарат. В этот же день мы направили обращение в адрес прокурора области и уполномоченного по правам человека в Ульяновской области. Уполномоченный области провел личную встречу с двумя нашими уроженцами Ингушетии, это Матиев и Гордалоев. Матиев писать заявление отказался, у него жалобы не имелись. Гордалоев написал заявление, у него имелись побои, но обстоятельства в настоящее время известны. Это заключенные пользовались средствами связи, это запрещено законом, как мы знаем. Проводили мероприятия обысковые в камерах. Да, там на полке, с полки упал Коран, его тут же взяли, положили обратно. Чтобы там топтали, как это все раскручивать в соцсетях, такого, конечно, не было. Как получим ответы по нашим обращениям, дополнительно осветим о результатах проверочных мероприятий. В ходе заседания народными избранниками были внесены изменения в законы о градостроительной деятельности и о республиканском бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Также были приняты новые законопроекты. Особенно значимым отметили проект закона о мерах государственной поддержки по развитию личных подсобных хозяйств Ингушетии. Значительная доля сегодня в Республике Ингушетия падает на личное подсобное хозяйство. Это где-то 10-12% от всей площади. Люди заинтересованы, ведь надо же им помочь. Будет разработана программа, мы это возложили на правительство Республики Ингушетия, разработана будет программа, будет Минэкономика и Минсельхоз, правительство утвердят и программу, закон заработается. Для эффективности производства в ЛПХ будут предусмотрены комплексное решение организационных, экономических и социальных условий при поддержке со стороны государства. Развитию этого направления особое внимание уделяет глава региона, в связи с чем в прошлом году впервые был проведен конкурс на лучшее подсобное хозяйство. Обладателями грантов стали 13 человек. Парламентарии убеждены, что желающих участвовать в 2022 будет больше. Диана Дударова, Магомед Даскиев, Новости 24.